На медведя я, друзья, на медведя я, друзья. Друзья, я на медведя боюсь идти, если честно. Значит, что такое медведь? Это кебабы из медведя. Кебабы из медведя в оригинальной подаче. Кстати, Там медведь ничего, кроме медведя. Кроме медведя ничего, но есть лук еще. Ага. Который, ну как фарш перекручивается. Медвежий лук. Медвежий лук. Кстати, лук-лизун его, кстати, называют еще медвежьим луком. А? Что такое медведь? Медведь это штука умная, значит, непредсказуемая. Добыча медведя это дело сложное. Сегодня охотников, которые занимаются добычей медведей, практически не существует. Не из-за того, что они неумелые, хотя и неумелые, но это страшно. Ходить на медведя сейчас уже никто не хочет. Раньше ходили медведи, потому что надо было что-то кушать. И медведь там приходил в деревни, задирал скот, там, нападал на людей. И это было как бы обязательной обязанностью тех людей, которые были, не боялись ходить на медведя. Бывает, выскакивал просто неожиданно. В основном на медведя охотятся тогда, когда он выходит, в голодные годы особенно, медведь выходит к деревне, может разворотить копну с овсом, он любит овес, он сладчит, и задирает скот, собак обычно, мало когда бывает, что он на людей там нападает, он вообще трусливый, сам по себе он боится звука, если крикнуть громко, если самому не побояться медведя, он может перепугаться и убежать вполне серьезно. Да, громко орать, вполне серьезно. Просто орать, не обязательно петь. Это просто уже самоуспокоение будет. Сожрет поющего человека. Как не стыдно будет медведю сжрать поющего человека, представляете? Какое хамство может быть. Так вот. Но они опасны же медведицы, когда она только медвежат. Медведица, тут вообще разговора нет. Тут хоть заорись, она тебя там раздерет. Хоть песню года устроит, ничего не поможет. Может с ней песню, караоке там. Поэтому вот как-то так там говорят, вот медведя там вышел в деревню, там его мужики там подстрелили. Это вот один как бы момент. Другой момент охоты на медведя это туризм охотничий, да. Очень много иностранцев приезжает в Томскую область и Кемеровскую область. А они не боятся. Нет, нанимается егеря, там делается очень серьезная работа, потому что медведя там поднимают из берлоги, стоят номера, номера это вот люди, которые, в разных местах стоят четко на разработанных позициях. Обычно иностранцы, там, который приехал охотиться на медведя, поднимают повыше, там какой-нибудь сделают между деревьев там постамент, потому что вдруг медведь побежит на него. А поверьте мне, человек, который не охотник, не профессиональный, он ничего не сделает, он просто выронит все и сядет перед медведем, потому что и даже кричать не будет. Это шок бешеный. И это страшно. Когда ходили на медведя, даже, так сказать, люди опытные из деревень, которые там с отцом ходили на медведя, и вдруг перед ним в 5 метрах из берлоги выскакивало это 3-метровое чудище, у него выпадал карабин из рук, и он немел, просто 2 дня после этого не разговаривал. Хорошо, что с других мест его перекрестным огнем там останавливали. Но когда его остановили, медведь падает к ногам в 2 сантиметрах. Это кошмар просто. Замедление такое. Это кошмар. А все в замедленном темпе смотрит. Человек это воспринимает. И пыль вот так поднимает. И так, да, вполне серьезно, это жуть какая-то. Так вот, у меня есть чудесный человек, причем депутат областной думы, от своего там этого, района, да, и его всегда просят там, помочь, когда появляется медведь возле каких-то деревень. И кроме всего прочего, он сам охотник, и он ходит на медведя. А когда у него, в общем-то, есть лицензия на отстрел, допустим, там берет всегда там, на 1 или на 2 медведей. И я ему заказываю. Но вот в этом году я ему заказал, медведя перед поездкой в Москву. То есть это было в начале мая. Точнее, я ему заказал медведя, у нас заканчивался уже медведь, и я ему заказал еще, в апреле месяце. Он сказал, в первых числах мая мы поедем уже, там все мы присмотрели где. И вот он до сих пор, они медведя нашли, они поставили ему прикорм,
сделали, значит, бочку, в нее положили потроха от оленей, от лося, вырезали такую, значит, отверстие внизу внешней части бочки, подвешали ее, чтобы только можно было вот так лапой достать. Медведь обычно по запаху подходит к этой бочке и начинает выковыривать оттуда, понемножку вытащил, пошел поел, еще пришел. И вот так вот он ходит туда. Когда тропку набьет, делают засаду и все, значит. А тут он один раз пришел, попробовал, то ли засек, короче, пропал медведь. Вот потом смотрит, он в берлоге опять. Ну, то есть вот они его выковырять не могут. И вот уже сколько, месяц прошел, и они так и не смогли нам добыть медведя. У нас медведь закончился, но, слава богу, нам алтайцы подвезли медведя. Медведь съедобен весь. Единственное, что мы его проверяем, сдаем на проверку все части тела. И лапы, и ноги, и спину в 2 местах, и живот. Все, конечно. Нет, мы не употребляем. У него, допустим, задние лапы, они, конечно, самая мягкая часть. Ну да, ну мышцы это. Мы же делаем из всего остального фарш, делаем котлетки, делаем кебабы, и вот из мягких частей делаем тушим или делаем, значит, какие-то такие изысканные вещи, там, допустим, такое вот у нас есть скоблянка из медведя, мы ее делаем как вот тоненькими такими кусками, мгновенно жарим и делаем с картофельными такими, как чипсы, тоже быстро жарится, морковь, картошка, такой как жаркое, только тонкое, быстрое, с луком, такое изысканное. Ну, оно, как правило, блюдо недолго держащееся, вот как только заканчивается мясо медведя, остается только фарш. И мы, естественно, переходим на котлетки. Ну, это самая популярная вещь. Во-первых, съедобные. В смысле, мягкое мясо всегда. Никакой жесткости, ничего. На самом деле сейчас в Новосибирском академгородке работают над специальной породой регенерируемых медведей. Люди-медведи? Так их назовем? Почему люди-медведи? Регенерируемые медведи, отрезаешь ему ногу, она потом вырастает такого же качества. Это происходит с использованием солярия, да. Знаете, мы один раз попали в академгородок, значит, попросили, чтобы нас соединили с генщиками, там, кто занимается вот этими всякими выращиванием странных вещей. И они нам показали морковь, которая, значит, гены моркови скрещены с человеческим геном. Я говорю, морковь да морковь растет. Я говорю, что в ней такого? Они говорят, морковь да морковь там быстрее растет, как-то там больше, крупнее. Я говорю, но я бы хотел, чтобы у моркови, например, был глаз посередине, чтобы она там смотрела на мир и подмигивала. Они говорят, хорошая идея. Передвигалась ближе к солнцу, там, я не знаю. Как вам? Отлично. Такая идея. Морковь мигрирующая. Ну, я могу вам сказать, что мы иногда, значит, обращаемся к нашим НИИ цитологии и генетики, которые в Академгородке знаменитые. Значит, мы, например, брали у них мамордику, есть такое растение, это рогатый или волосатый огурец называется. Он очень длинный такой, значит, как это, немножко такой с горчинкой, и мы делали из него как жаркое с дичью. Интересная вещь такая. На конкурс возили. Во-первых, мы возили целиком его показать людям, там в шоке были. Но там много, кстати, очень интересных вещей. Есть лохматые огурцы, там это вообще нечто. Такое, знаете, как это, как ежик. Вот такой. Значит, советую щучью котлетку покушать обязательно.